Возможно ли такой ход событий, что таджикская сторона может его похитить, допустим, либо вот применить какие-то противозаконные действия в отношении этого человека? Допустим, я думаю, для вас тоже известна нашумевшая история Ксона Одинаева, таджикского видеоблогера, который пропал весной прошлого года, и до сих пор о нем никаких известий. И очень многие правозащитники говорят о том, что он все-таки в Таджикистане, но его не экстрадировали. Опять-таки, эта история с похищением наших граждан, которые на родине подозреваются в совершении преступления и возбуждены против них уголовные дела, в основном связано с Россией. У нас на практике были несколько случаев, когда по политическим мотивам наших граждан похищали. То есть в связи с истечением срока содержания под стражей, значит, российские суды их отпускают, а потом через несколько дней или там определенное время человек пропадает, похищают и появляется уже в Таджикистане. Это было с Махмадрузи Искандаровым, тоже по политическим мотивам. Были другие лица, я сейчас их фамилии не помню. Вот. И были, кстати, решения суда, Европейского суда по правам человека было вынесено по инициативе российских правозащитников и признались. В судебном порядке было признано, что человек был похищен с территории России. То есть, да, это на практике такие, скажем, правонарушения, это фактически преступление. Когда человека похищают, и человек исчезает на территории России, а потом через несколько часов его находят в Таджикистане. И посмотрите, чтобы перейти границу двух государств простому гражданину, на вокзалах, в аэропортах приходится сколько вот эти процессы, да, пройти. А здесь, когда речь идет о каких-то политических лицах, да, или, скажем, задержании человека по политическим мотивам, настолько оперативно все это решается, без документов, без каких-то соблюдений процессов. Сажают самолеты и увозят. На следующий день или через несколько часов человек оказался в Таджикистане. Это фактически похищение людей, это преступление между двумя силовыми структурами. Это происходит. То есть задействована не только, получается, таджикская сторона, но это и сторона обязательно, пока эта сторона не похитит, не отдаст. А как иначе разрешительные процессы? Вот это переход через границу, всю эту процедуру пройти, это, естественно, без оказания помощи другого государства или другой стороны, это абсолютно невозможно. Поэтому я считаю, что здесь предварительный сговор, это предварительный сговор между силовыми структурами двух государств о похищении человека. Фактически в сговоре совершают сами преступления.